Спасибо. Слово для выступления предоставляется стороне ответчику, постоянному представителю Джогорку Кеңеша в Конституционном суде Осмонову Айдарбеку Хасмалевичу. Прошу вас к трибуне. Спасибо. Здравствуйте еще раз, уважаемые судьи Конституционного суда, участники Конституционного судопроизводства. Свои возражения, уважаемый председатель, уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемые участники процесса, свое возражение по данному вопросу, по ходатайству господина Тилека Алмазбековича, мы в письменном виде представили вам в части несоответствия пункта 2 прим. 1 части 2 статьи 23 Закона о гражданстве Кыргызской Республики, где Алмазбеков ставит противоречащим частям 1 и 2 статьи 23 и частями 1 и 4 статьи 51 Конституции Кыргызской Республики. Так, считаем, что доводы обращающейся стороны о том, что оспариваемая норма права имеет прямое противоречие с основным законом государства, то есть Конституцией Кыргызской Республики, не соответствует действительности. Во-первых, во втором разделе Конституции Кыргызской Республики закреплены основные права гражданина и человека. Также закреплены общие принципы в этом вопросе. Части 2 и 4 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики гласят, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свободы других лиц. Такие ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или государственной службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям. Согласно пункту 2 статьи 6 Основного закона Конституции Кыргызской Республики, конституционные законы, законы и другие нормативные правовые акты принимаются, то есть на основании Конституции Кыргызской Республики. Соответственно, указанный нормативно-правовой акт, или точнее пункт 2 прим. 1 части 2 статьи 26 Закона Кыргызской Республики о гражданстве Кыргызской Республики был принят законодательным органом Кыргызской Республики строго в соответствии с требованием основного закона государства 18 марта 2025 года. Инициатором данного законопроекта является исполнительный орган ветви власти, то есть Кабинет министров Кыргызской Республики. Во-вторых, доводы обращающейся стороны о том, что формулировка закона фактически воспроизводит цель, уже закрепленную в Конституции, но не раскрывает ее содержание и не устанавливает конкретные критерии, тем самым законодатель не выполнил свое предназначение, то есть разработать правовые механизмы и процедуры, обеспечивающие реализацию конституционного положения, и ограничился дословным копированием конституционной нормы, также не соответствует действительности. Так, Закон Кыргызской Республики о национальной безопасности от 26 февраля 2003 года за номером 44 закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет систему национальной безопасности и ее функции. В этом законе четко расписаны задачи и охрана безопасности граждан и государства. Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов национальной безопасности в Кыргызской Республике разрабатывается система правовых норм, регулирующих отношения в сфере национальной безопасности. Определяются основные направления деятельности органов государственной власти и управления в данной области. Формируются или преобразуются органы обеспечения национальной безопасности, механизм контроля и надзора за их деятельностью. Отмечаем, что согласно части 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики и пункту 105 положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Кыргызской Республики, решение об утрате гражданства Кыргызской Республики принимается президентом Кыргызской Республики. В соответствии со статьей 41 Закона Кыргызской Республики о Кыргызской Республике решение об утрате гражданства может быть обжаловано в судебном порядке. Законодательством Кыргызской Республики вопросы об утрате гражданства Кыргызской Республики отрегулированы
Хотел отметить, что решением Конституционной палаты, тогдашнего еще при Верховном суде Кыргызской Республики, от 29 марта 2017 года по делу о проверке конституционности статьи 6 Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия терроризму и экстремизму было установлено следующее. Право на гражданство является неотъемлемым лишь при условии соблюдения принципа лояльности и нанесения ущерба интересам государства. Угрожающая национальной безопасности деятельности либо служба в армии и в силовых структурах иностранного государства демонстрирует отсутствие лояльности. Государство вправе определять основные основания прекращения гражданства как элемент защиты конституционного строя и конфликта лояльностей ослабляет государственность. Норма принимается исключительно к лицам, приобретшим гражданство в результате приема, то есть натурализации. В отличие от граждан по рождению, их связь с государством является производной, возникшей вследствие доверия. Государство право требует от натурализованного лица повышенной лояльности, так как оно не имеет врожденной органической связи со страной. Я, конечно, чуть хотел остановиться на конвенции, хотя мы не являемся участником этой конвенции 1961 года, 30 августа, да, хотя эта конвенция тоже устанавливает, что любое договаривающееся государство должно предоставлять свое гражданство любому рожденному на его территории лицу, которое иначе было бы апатридом, то есть исключает, что меньше было без гражданства, да. И при рождении в силу, такое гражданство должно предоставляться при рождении в силу закона или чтобы соответствующее лицо не было признано по суду виновным в преступлении против государственной безопасности и приговорено к лишению свободы. Далее устанавливаются сроки, какие сроки должны охватываться. Таким образом, Конвенция о сокращении безгражданства, то есть апатрид, допускает утрату гражданства натурализованными лицами за поведение, наносящее серьезный ущерб государству. Служба в иностранных спецорганах традиционно рассматривается как проявление иной государственной принадлежности. В международной практике часто встречается процесс прекращения гражданства лица, которое приобрело его не по рождению, а через процедуру натурализации, то есть через отмену решения о принятии гражданства, вызванной обманом или подачей документов совершением тяжких преступлений или деятельности против государства. Сама натурализация происходит тогда, когда лица без гражданства или иностранные лица добровольно приобретают гражданство при соблюдении определенных условий государства. Это знание государственного языка, длительное проживание в этой государстве, наличие дохода должно быть у этого апатрида, и он должен соблюдать законы Кыргызской Республики, и он показать свою лояльность к этому государству. При ограничении прав и свобод человека и гражданина Конституция Кыргызской Республики требует соблюдения строго установленных условий ограничения. Ограничение должно быть представлено в строго определенной правовой форме, в форме закона. Ограничение может быть допустимо только если оно служит определенным целям, указанным в Конституции Кыргызской Республики. Ограничение допустимо только в той мере, в какой-то необходимо для защиты названных ценностей или достижения обозначенных целей. Устанавливая принципы, цели и юридическую форму ограничений, то есть основу ограничения прав и свобод, Конституция Кыргызской Республики тем самым защищает права и свободы личности от произвольных действий со стороны государства. В то же время обязывает государство ограничивать их во имя защиты публичных интересов. Таким образом, считаем, что оспариваемая часть 2 прим. 1 статьи 26 Закона Кыргызской Республики о гражданстве Кыргызской Республики не противоречащим частями
1 и 2 статьи 23 и частью 2 статьи 51 Конституции Российской Республики. В связи с этим мы просим в удовлетворение ходатайства Алмазбекова Тилека Алмазбековича по данному вопросу отказать и где он просит об отмене действия этого закона тоже отказать. Спасибо за Господа. внимание.